Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Самые важные перемены до конца осени, что обязательно в жизни изменится, поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе. Так, интересно. Ну давайте пойдем по порядку. Очень хочется начать именно с этого фрагмента. Здесь, вопреки ситуации в сегодняшнем дне, вопреки каким-то прогнозам, ощущениям, настроению, отношению, да, между двумя людьми воцарится не только любовь, но и абсолютная гармония. Тьфу-тьфу-тьфу, ну вот четко показали. Может быть, вы сейчас разругались, может быть, ваши отношения просто трещат по всем швам, может быть, вы уже друг другу объявили о том, что вы расстаетесь, разводитесь, разъезжаетесь, видеть друг друга не хотите, да? Либо вот кажется, что все к этому идет. Не сегодня, не завтра мы просто разъедемся и забудем друг про друга. А у кого-то прям обиды, которые невозможно, ну не то чтобы простить, выговорить невозможно. Да? Душат слезы от обиды. Значит, мои хорошие, как бы там ни было, два человека, видите, две половинки формируют сердце. Вы сойдетесь. Вы до конца осени, сколько тут осталось, да, 3 недели, вы сойдетесь и опять будете вместе. Это меньше, чем 3 недели. Не отпускают вас высшие силы друг от друга. Вот высшие силы хотят сохранить вашу пару. И ваша пара, она сохранится. По крайней мере, в Новый год вы пойдете вместе. Девушки, женщины, у кого есть любовник, и вы вот думаете, все, хватит, задолбал, не буду больше ждать, не хочу. Вот думаете, что все, расстанемся, нет, не расстанетесь. Мужа хотите выгнать, не выгоните. Мужчина, который обиделся, либо вы обиделись, помиритесь. Здесь вас не отпускают, вы связаны высшими силами. Связь настолько сильная, вот эта веревочка настолько мощная, настолько вот она, знаете, ее не порвать, не пожечь, не отрезать ее нельзя. Вот высшие силы вас не отпускают друг от друга. Мало того, девчонки, кто-то из вас забеременеет, это будет знак, что вы должны быть вместе. А у мужчины, смотрите, у мужчины прям такая нежность к вам проснется, такая любовь. Знаете, вот страх вот, что я ее потеряю, а потом мысль, а что я без нее, кто я без нее? Зачем мне жизнь без нее? Он очень поменяется. Из такого хама-грубияна, такого, знаете, самовлюбленного типа, превратиться просто в лапочку, в душечку, в зайчика. Очень нежный такой, знаете, котик. Мурчать вам все время будет о своей любви. Очень сильно мужчина поменяется. Да и вы поменяетесь. Вы тоже, девочки, поменяетесь. Особенно, кто забеременеет. Знаете, как гормоны на женщин действуют. Такая интересная станете. Ну, как говорится, совет да любовь. Совет да любовь. Здесь люди счастливы. И еще один момент. Если вы девушка, либо мужчина, кто без отношений, и у вас даже никакой симпатии нет в сегодняшнем дне, конец осени обещает вам влюбленность. Причем влюбленность взаимную. То есть и встреча произойдет, и знакомство состоится, и прям понравитесь друг другу очень сильно. Это не любовь, это еще не пара, но влюбленность здесь точно показана. Так что здесь у меня все вместе, счастливы, влюблены, да, движутся к счастливому будущему. Так, идем к центру. В центре у меня гора, и эту гору вы решаете не то чтобы покорить, скорее как пропустить,
какая-то цель, какая-то навязчивая идея, какая-то мечта, какое-то желание. То есть, да, вы трезво смотрите и говорите: сейчас мне этого не нужно. Я не смогу, да. То есть, если я сейчас буду этим заниматься, я потрачу уйму времени, там, может быть, денег, там, отвлекусь от основных задач. А какой результат? Какой? Нужен ли мне этот результат? Стоит ли этот результат этих усилий? Стоит ли овчинка выделки? Да, то есть впервые, может быть, за многие-многие месяцы либо годы вы очень трезво посмотрите на свою жизнь, сможете правильно расставить приоритеты в своей жизни и тем самым, знаете, как выдохнуть какие-то проблемы, выдохнуть, вот, знаете, человек не успевает, суетится, нервничает, да, вот какая-то хандра человека берет. То есть это все вы выдыхаете. Знаете, легче почувствуете себя, легче и увереннее в себе. Да? Умение взять себя в руки и отказаться от того, что вам не нужно. Может быть, вы даже с кем-то поспорите, может быть, вас кто-то к этому подталкивает, а вы так прям докажете, что вам это не нужно, и вы делать этого не будете. Прям облегчение. Ненужная цель, ненужная вершина, либо ненужная в данный период времени вами будет отвергнута. И это очень правильное решение. Так, следующий момент. У женщины очень длинные волосы. Очень длинные волосы. И причем они вот как-то в тройку у нее уложены. Они формируют из себя цифру 3. Девушки, учеба. Учеба, новые знания. Кому-то ехать придется, там семинары всякие, мастер-классы, курсы. Да? Либо вы будете ехать далеко, может быть, даже в другой город, в другую страну, либо вы будете каждый раз, каждый день, грубо говоря, ездить на учебу. Для кого это запланировано, все пройдет так, как вы запланировали, и даже лучше. Для кого это не запланировано будет, да, ну вот случайные обстоятельства, не отрицайте их, знаете, что любая учеба, любые знания в вашем будущем отыграются жирнейшим плюсом. То есть это вам надо. Не просто так идет вам это знание, не просто так идет вам это обучение. Как бы тяжело вам это не было, ну, все бывает, да. Бывает, как не очень хочется, либо бывает, что не очень интересно, либо вы так до конца не уверены, а нужно ли вам это. Любое обучение, которое до конца осени у вас начнется, поверьте, вам принесет приятные бонусы в будущем. Это 100%. Это надо пройти, нужно научиться получить эту корочку, получить этот диплом, получить эти знания. Просто вы обязаны, знаете, как говорят, кровь из носа. Должны, вот просто должны, сама себе должны. Именно для женщин идет. Так, дальше. А вот этот знак мне нравится больше всего. Здесь мужчина с большими ушами и с длинными руками. Смотрите, высокий, сильный. Женщину маленькую, хрупкую к себе вот так подтягивает. Сразу говорю, это не про любовь. Это не про любовь, это про защиту, это про поддержку, это про помощь, это про дружбу. Мужчина с большими ушами, ну, явно в жизни состоялся, раз уши большие. И если руки длинные, то человек обладает нужными связями, нужными знакомствами. Может быть, какую-то, знаете, роль в обществе играет, такую немаленькую. Вот. Вы то ли познакомитесь с этим человеком, то ли уже будете конкретно общаться с этим человеком. Но вот женщина получает защиту, помощь от этого человека. Если вы мужчина с большими ушами, ну шучу, конечно, мужчина, который уверенно себя чувствует по жизни, в вашем окружении появится хрупкая девушка, которой вам прямо очень захочется помочь, и вы с собой ничего не сможете сделать, вы будете ей помогать. Помогать именно как хрупкой девушке, как человеку, а не как там любовнице или будущей возлюбленной. Об этом речи нет. По крайней мере, в период, который мы загадали, я этого не вижу. Девушки, которые нуждаются в помощи, но при этом не хотят никаких новых отношений, вам ничего не угрожает. Здесь чисто платонические, дружеские отношения. И, кстати, это не первый раз, когда я вижу эту картинку. Вам уже четко в середине показали, что это будет, поверь, это будет. Ты найдешь сильного мужика, защитника, который тебе будет помогать. Ничего не попросит, ничего не спросит. Просто вот чисто по-человечески. Так, и девушки, женщины, которые, например, хотят поступить на работу. Вас примет на работу очень умный, смелый, сильный дядька, который будет не только вас принимать, да, на работу, быть вашим начальником, но и будет вам помогать. Там, проникнется вашей историей, да, понравитесь вы ему как человек,
может быть, кого-то ему напомните, там, маму напомните, там, сестру, да, будет вам очень хорошо помогать. Никаких интимов, никаких отношений предлагать не будет, вот чисто по-человечески. Так, идем дальше. Здесь короткие светлые дороги. Здесь какие-то здания, которые вы будете посещать. В принципе, несложно, как-то быстро, да, пошел, поехал, дела поделал, назад вернулся. Но единственное, что меня смущает, вот как в первый раз вы что-то будете делать, да, куда-то в первый раз будете ездить, ходить, с кем-то встречаться, с кем-то говорить. Какие-то вопросы я не могу сказать. Делового характера, личного характера, может быть, там, услуги, либо какие-то ваши обременения, проблемы. Да? Вот что-то вы будете делать в своей жизни для себя. Но дороги короткие, то есть легкие, и плюс все эти новые места, они очень благодатны для вас. То есть вы будете туда попадать, вы не знаете ни к кому обращаться, ни что делать. Там будут приятные люди, которые будут вам помогать, подсказывать, поддерживать. И, в принципе, тут все будет решаться в вашу сторону. Как-то быстро, эффективно, без лишнего напряжения. Так, еще в правой стороне стоите вы. Стоите такой счастливый человек. В руках вы держите огромную птицу. Очень большая птица, причем у нее крылья короткие, тело полное и лапки короткие. Очень похожая на общипанную курицу, если честно. Но это добыча, это не новости, это добыча. Законная добыча, законный результат. Возможно, вы над чем-то усиленно работали, либо за что-то усиленно, отчаянно бились, сражались, да? Что-то свое для себя. Кто-то прибыль хотел получить, кто-то о себе заявить, кто-то добиться успеха, кто-то решить какой-то вопрос. Да? Ну, у каждого по-своему отыграется. В правую сторону смотрит, дело ваше было правым. Но труда, усилий вы очень много затратили. Кто-то прям колоссально много затратил. Поверьте, все окупится. Все окупится. Вы будете праздновать одну из самых громких побед за последний год. Прям так и скажете. Это лучшее, что со мной случилось и произошло за последний год. Вам завидовать будут. Очень будут завидовать. Причем будут завидовать и хорошие, и плохие люди. Ну, хорошие по-хорошему будут завидовать, плохие по-плохому. Понятно, да? Вы как будто бы всем, прежде всего, конечно, себе, но и всему окружению тоже докажете, кто вы есть на самом деле, либо на что вы способны. А способны вы на то, что для других просто немыслимо и недоступно. Вот от этого и будет зависть. Очень много будет вопросов, очень много будет расспросов. Там типа, а как, а что, а научи, а расскажи, а поделись. Очень много будут расспрашивать вас люди. Фишка в том, что вы, конечно, бы рады подсказать, рассказать, поделиться, но тот путь, который вы прошли, по силам только вам. Другим людям он не по силам. Готовьтесь к тому, что люди будут скептически на вас смотреть, с недоверием слушать ваш рассказ и подозревать, что вы что-то скрываете и утаиваете. Это нормально. Не обращайте на это внимания. Главное, что добыча у вас в руках. Ваша. Справедливая добыча, прибыль, результат, он у вас в руках. Держите свой результат, свою добычу крепче в своих руках. Вы молодец, вы молодец. Вы сезон закрываете, осень закрываете именно с добычей в руках. Молодчиночка. Так, следующий момент. У вас за спиной, смотрите, сидит дракон. Видите? Да, он небольшой, но у него очень крутые крылья. У него длинный хвост. А еще такое впечатление, что он пытается как огонь, извергать огонь. А еще у него рожки есть. Но это хороший дракон. Это дракон успеха. Ну да, успех, девочки. Мужчины, успех. Ждет вас успех. Причем об этом успехе, видите, вам птица расскажет. Это что-то будет написанное, да, вот про вас могут написать, либо вам могут написать письмо. Ну, типа, мы вас поздравляем, вы молодец, вы добились вот этого и этого. Либо вы получаете то и это.
На работе могут быть всякие там грамоты поздравительные там, за выслугу, за заслуги. Могут быть одобрения ваших каких-то идей, проектов. Если у вас есть какой-то бизнес-план, и вы искали, например, спонсоров, либо как они правильно называются, люди, которые вкладываются в бизнес. Я, если честно, по-моему, спонсор называется. Если помните, напишите в комментариях. Да? То есть здесь именно заявить о себе, причем заявить так, чтобы весь мир узнал, да, либо все окружение узнало, вся страна, я не знаю, как правильно, вся галактика узнала, у кого как получится. Прям очень крутой дракон. Вы, может быть, в себя не верите, либо считаете, что безнадежно то, чем вы занимаетесь, что в вас никто не поверит, вас никто не оценит, не рассмотрит. Вы ошибаетесь. У вас за спиной уже сидит дракон. Да, возможно, его нужно немножечко еще взрастить, чтобы он прямо на крыло встал и парил в небесах. Но, как говорится, всему свое время. Да? Мы ведь смотрим до конца осени. Сколько тут осталось? Совсем ничего. Еще раскормите, еще полетите на этом драконе. Очень хороший знак. Так, кто мечтает о победах? Кто мечтает о какой-то конкретной победе? Победить соперника, соперницу, врага, победить в каком-то конкурсе, да, быть выбранным, избранным, отобранным. Да, у каждого по-своему. Кто об этом мечтает? Есть такие? Пишите в комментариях свои имена. И, пожалуйста, соскриньте этого дракона. Пусть он лежит в вашем гаджете в виде фотографии и привлекает вашу победу. Здесь победа будет, но она какая-то непростая победа. То есть вам по-любому нужна помощь извне. Не от конкретно там людей каких-то, там знакомых, подкупа и прочее. Нет, есть именно помощь высших сил. Нужно заручиться помощью высших сил. На эфирном уровне нужно заручиться помощью, понимаете? Здесь очень хорошо помогут обереги, здесь очень хорошо помогут такие, знаете, молитвы благодатные, типа там Псалом 112. Да? Поищите, поспрашивайте, хотите сами в интернете поищите. Здесь победу я вижу, но она будет очень непростой. И причем, знаете, как может отыграться? Победа в самый последний момент дастся вам в руки. То есть все будет казаться, что фатум, летим в пропасть, победа нам тут и не светит. И вот в самый последний момент, да, все резко поменяется. Уйдет темная ночь, и взойдет солнце над вами. Вот такая победа, сложная победа. Сложная именно в каком-то эмоциональном восприятии, в понимании того, что происходит. Ваша задача — идти до конца. Не сдаваться, идти до конца. Даже если вы понимаете, что вы, например, там, не успели, проиграли, идете позади всех, все равно продолжайте свое движение. Идите. И вы свою победу возьмете. Здесь это четко указано. Так, и самый последний момент, последний, крайний, он венце. Венце у вас дерево. Дерево, которое опускает длинные корни, и у дерева очень длинные ветви. Но по деревьям обычно показывают семьи, родственные связи и также заключение брачных союзов. Смотрите, кто-то из вас действительно до конца сезона выйдет замуж, либо женится, либо дочку выдаст замуж, сына женит. У других отыграется, что семья до конца осени сойдется, соединится, объединится, да, вот наладятся связи между людьми. Люди начнут проживать где-то рядом, либо общаться, видеться. Кто-то действительно в одном доме вот окажется. У третьих отыграются приятные новости, да, о пополнениях. Это могут быть беременности ваших родственников, это могут быть новые союзы, которые заключают ваши родственники. Понимаете, семья, вот родовое дерево ваше семейное, оно разрастается, да? Корни становятся больше, глубже, и ветви становятся длиннее. Это очень крутой знак. И также это как обещание того, что все ваши родственники, вся ваша семья до конца осени благополучно, под защитой, ничего плохого не будет. То есть ваш род под защитой высших сил. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя,
Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.